Добрый день. Вначале, как всегда, коротко о новостях дня. Начну, пожалуй, с главной новости понедельника, а именно о том, что мэрии Якутска удалось договориться с Саха-ипотечным агентством о том, что в счет своего долга агентство передаст мэрии примерно 40 квартир, для того, чтобы та, в свою очередь, могла погасить долги по судебным искам. Напомню, что неделю назад, в конце, прошлой недели, исполняющий обязанности главы администрации Якутска Игорь Тресков сообщил о том, что ЕСЯ должно будет вернуть в этом году 80 квартир. Так что процесс пошел. Следующая новость тоже жилищного фронта. Правительство нашей республики 10 миллионов рублей выделяет в этом году на покупку жилья для сирот. В общем-то, впервые за последние годы, хотя федеральный закон предусматривает такую процедуру как обязательную, но прежде не находилось денег. Доля Якутска в этих 10 миллионах 2 миллиона 755 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, правительство наше рассчитывало расходы, исходя из того, что на одного человека, на одного сироту должно приходиться по 18 квадратных метров жилья по расценкам, которые примерно год назад утвердил еще Федеральное министерство регионального развития. Мало, но хотя бы так. Мэрии никак не удается наладить продажу земельных участков в столице нашей республики. Определено, что в неделю должно продаваться 5 таких земельных участков, однако за прошлую неделю было продано всего 2. Правда, по хорошей цене. Цена одного оказалась вдвое выше стартовой цены, а второй участок, за который предполагалось выручить чуть больше 1 миллиона рублей, на самом деле удалось продать за 16 миллионов рублей. Ну, а организовать плановые торги не удается из-за того, что просто этому некому заняться в Якутске. На прошлой неделе в Якутске началась борьба с незаконным игорным бизнесом. Удалось в течение недели выдворить из магазинов Якутска 4 игорных аппарата. Ну, а крику-то сколько было? На прошлой неделе началась реализация плана по продлению проспекта Ленина в 203-й микрорайон. Уже разобрана часть заградительной дамбы, которая этому препятствовала по всей ширине проезжей части. Однако на пути будущей дороги встали частные металлические гаражи. Как всегда, беда пришла откуда не ждали. Ну а теперь о приятном, об отдыхе. Ну, правда, не нашим с вами, а иностранцев. Причем иностранцев не тех, кто приезжает для того, чтобы покататься по Лени на комфортабельных теплоходах, а тех от 2 семьях, которые приехали к нам из Германии на своих собственных колесах. Поначалу я принял эти машины за автомобильные флюорографы, которые в последние годы появляются в нашей республике. Но, однако, когда присматриваешься к их кузовам, к надписям, которые на кузовах находятся, то сразу, в общем-то, становится понятно, что это не медицина. Тем более эти иностранные государственные номерные знаки выдают в них туристов, соответствующее количество наклеек. Ну и кроме того, карта с маршрутом от Берлина до Магадана. Ну, до Магадана пока эти еще туристы не доехали. Это туристы, 2 семьи пенсионеров из Германии, в данном случае юнтки. Супруги уже с 80-х годов путешествуют после того, как вышли на пенсию. Вот в данном случае даже еще и с собакой. Совершенно такая домашняя обстановка, надо сказать, которая меня прежде всего и привлекла. Вот таким вот образом выглядит у них туалет. Есть еще и душ, они раздельные. Туалет, в общем, совершенно, как скажем, такой земной, что ли, нормальный, стационарный. Со всеми удобствами немцы путешествуют. Ну, особая гордость, конечно же, Марианны Юнтке — это ее кухонное приспособление, включая газовую плиту и мойку. Надо сказать, а вот здесь вот расположен, отдельно я уже говорил об этом, расположен душ. Для того, чтобы все это нормально функционировало, я имею в виду кухонные и сантехнические приспособления, 600 литров воды набрали они с собой. Вот здесь вот под спальным местом этот бак находится. Залили в Иркутске еще, проехали через Улан-Удэ, Читу, Тынду и вот добрались до Якутска, и вода у них еще осталась. Вот таким вот образом устроен на колесах. Кроме того, здесь система вентиляции и кондиционирования есть. И сам кузов, надо сказать, приспособлен для того, чтобы в разных климатических условиях эксплуатироваться. Ну, вот так вот выглядит рабочий отсек, где сидит, собственно говоря, сам хозяин Хорст Юнтке. Так вот, кузов имеет боковые стенки толщиной 5 сантиметров, а пол и потолок по 10 сантиметров толщиной, для того, чтобы нормально изолировать все.
Супруги давно уже на пенсии, я сказал. Хорец там был дальнобойщиком, вот выражаясь нашим сленгом российским, а его супруга Марьяна всю жизнь проработала в больнице. Путешествуют они абсолютно круглогодично. Зимой предпочитают, как они сами признаются, ездить туда, где потеплее, в том числе и в Африку. Ну а в летнее время, уже не первый раз, они посещают Россию. Проехали очень много. Россию, Казахстан, очень многие республики. Вот в данном случае, когда они поехали из Берлина, они проехали через Латвию, Москва, соответственно, Челябинск, заехали, повернули, так сказать, на Алтай заехали, потом поехали через Новосибирск по Сибири, завернули еще в Туву, и вот уже из Тувы через Читу они выехали на нашу республику. Обратно они собираются ехать точно таким же образом. Правда, вот они сейчас пока в раздумье. Приехали в Якутск в субботу и не знают дальше вот до конечного пункта маршрута своего в Магадан ехать или нет. Потому что на такие вот размышления их навела безобразная совершенно дорога, которая вот тут непосредственно перед Якутском. Ну, я имею в виду на Аяме. Но, тем не менее, они достаточно оптимистично смотрят на свою жизнь. Früher waren die Kinder auch alle mit. Раньше ездили и детки вместе с нами, Aber jetzt sind sie alle verheiratet. а сейчас они уже женаты, Und haben auch selbst schon Kinder. и уже у самих дети. По сколько часов вы обычно можете просидеть вот за рулем, чтобы не устать на наших дорогах? Keine Probleme. Ist ein alter Fernfahrt. Он Die anderen haben mehr он Probleme. опытный дальнобойщик, поэтому он может очень долго Alter ехать, и несмотря на дорогу, это не проблема. Halbe Stunde Tasse Kaffee trinken, dann geht's wieder weiter. На полчаса он может перерыв сделать, попить чашечку кофе и дальше едет. Ну вот глядя на Хорса, конечно, никогда в жизни не скажешь, что ему уже он в таком преклонном возрасте. Ну, ясно, что не мальчик, тем не менее, посмотрите, как жизнерадостно настроен и, в общем-то, оптимизмом дышит, несмотря на такие продолжительные заезды. Ну, а вот их друзья, они, кстати сказать, встретились, вторая семья немецких туристов, они встретились в прошлом году на горе. И вот сговорились, что в этом году они поедут вместе до Магадана. Это семья Циманов, они, в общем-то, владельцы частной фирмы. Что-то связанное с садоводством и огородничеством она как-то связана. И вот тоже видите, как все устроено здесь у них совершенно автономно. Для того, чтобы мойка работала, нужно сначала помпу включить, а затем уже, так сказать, и пользоваться всем остальным. Кстати сказать, помпа на электричестве, освещение работает, вентиляция, система вентиляции и кондиционирования тоже работает, и холодильники работают, в том числе и на стоянке, когда все, так сказать, двигатель выключен. И все благодаря тому, что на крышах обеих машин находятся солнечные батареи. Вот так вот немцы устроились капитально. В общем-то, можно, конечно, подозревать, что в копеечку все это им удовольствие влетело, но, тем не менее, они очень довольны, хотя даже и в такой ситуации не экономят. Ну и видите, как все совершенно по-домашнему, даже, по крайней мере, то, что касается столовых принадлежностей, абсолютно, ну, типичная кухня. Ну, может быть, туристический характер этого стола выдает только, вот, пожалуй, такое большое количество супов кнор, которые запаслась Гизела Циман на дорогу. Ну, а вот то, что касается сантехники, то у них, как видите, он совмещенный санузел. Мойка, туалет, а там вот за стеклянными дверцами это находится уже сам душ. Циманы путешествуют с конца 80-х годов, и они признали, что до того, как они работали, у них, по сути дела, не было не то, что возможности ездить, а даже вообще уходить в отпуск. Все время работали. Мой муж очень практичный, и вот все, что мы здесь видим, это он своими руками все здесь обустроил. Alles komplett selbst. Das hier komplett, die ganze Inneneinrichtung. Все, что komplett. внутри мы Ich видим, meine, все. das kann man kaufen. Klar, das kann Конечно, man kaufen. газовую Ne? плиту, мебель, Да. все, Aber die обстановку, ganzen Holzarbeiten, все, что вот здесь из дерева, все это Tisch, сделано. alles. Стол Да. полностью, все собрал сам. Wenn man ein solches Auto komplett kaufen würde, wird es sehr, sehr teuer. А причина в том, что вот когда полностью оборудованный жилой автомобиль покупаешь, что это стоит очень большие деньги. Легче купить и потом обустроиться самому. Als wir das erste Mal nach Sibirien fuhren, haben eigentlich alle gesagt, ihr seid verrückt. Конечно, когда мы в первый раз собрались в поездку в Сибирь, все наши знакомые и родственники считали нас несколько ненормально. Es hieß, ob wir keine Angst hätten.
in Russland wäre so viel Kriminalität. Они спрашивали, конечно, вы не боитесь, потому что Россия известна своей криминальностью. Und wir sind jetzt schon 4-mal in Russland gewesen. А за это время мы уже 4-жды побывали в России. Und wir haben nur freundliche und hilfsbereite Menschen И kennengelernt. наш опыт таков, что мы познакомились здесь только с гостеприимными, дружелюбными людьми. Und was wir Deutschen eigentlich noch lernen können von den Russen ist, sie haben also die besondere Gastfreundlichkeit. Ich И meine, чему das бы können wir. обязательно можно было бы немцам научиться у русских, это особое гостеприимство людей. Das sind Dinge, die wir auch doch übernehmen können. И этому нужно было бы научиться и перенять у русских, немцам. Ja. Вот так отдыхают немцы. Можно только позавидовать, наверное, тому, что в пенсионном возрасте можно четверть века, как ни в чем не бывало, отдыхать и получать удовольствие от всей этой жизни. Ну, все, наверное, к лучшему. Когда-то и мы с вами заживем точно так же. До свидания.